Здравствуйте. На «Эхе Москвы» в Уфе программа «История башкирских родов». У микрофона Руслан Валиев. Вместе со мной в студии руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР Салават Хамидуллин. Здравствуйте, Салават. Здравствуйте. В наших программах, в ближайших, мы поговорим о суфизме, об этом религиозном течении и о его роли в жизни нашей республики и башкирского народа в целом. Давайте сначала поясним нашим слушателям, что этот термин обозначает. Суфизм — термин многим знакомый, но мало кто понимает, что за ним кроется, что это такое. В самой суфийской традиции и в исламской традиции слово «суфизм» от арабского слова «суф» — шерсть, потому что вот эти ранние мусульманские подвижники, аскеты, носили вот такую шерстяную одежду, отказывались от шелковых и других одеяний. Но есть и другие трактовки. Допустим, в самом раннем исламе, еще при жизни пророка Мухаммеда, сформировались такая группа людей, их называли ахаль ас-суфа, то есть люди суфы. Суфы — это вот вокруг мечети были вот такие лавочки или там навесы, где жили ранние подвижники, как правило, сироты, которые не имели родителей. В общем-то, очень нищие такие категории людей, говоря современным языком, даже бомжи, можно сказать, которые были охвачены вот таким религиозным рвением. Они, люди ахль ас-суфа, как раз предпочитали не просто вот выполнять религиозные обряды, а вот изначально были устремлены на внимательное, углубленное чтение Корана, постижение его смыслов. И вот считается, что возможно, что именно они положили начало суфизму. Суфийская традиция относят возникновение учения к пророку Мухаммеду. Допустим, есть такое понятие силсила. Силсила — это в переводе с арабского цепь, цепочка. А здесь имеется в виду цепочка духовной преемственности, поскольку в суфизме знания передаются от наставника, муршида, к ученику или послушнику, мериду. Считается, что цепочка духовной преемственности всех, без исключения суфийских тарикатов или орденов, или братств, они по-разному называются, силсила восходит именно к пророку Мухаммаду, а после него обычно называются одни из его ближайших сподвижников. Допустим, в нашем регионе был всегда распространен тарикат Накшбандия, они к пророку, а после него к его халифу Абу Бакру. Понятие тарикат хотелось бы тоже вот разобрать. Тарикат, я же сказал, это суфийское братство. Мы по-русски братство. Тарика по-арабски это путь, переводится путь, имеется в виду мистический путь богопознания. Тарикат — это собрание, объединение как раз суфиев. Давайте еще поясним по поводу классификации так называемой. Вообще ислам в мире делят на суннитов и шиитов. Вот эта классификация, она как-то соотносится с суфизмом или это отдельный вопрос? Смотрите, тут мы всегда путаем горячее со сладким, у нас всегда путаница вот этого. Суфизм есть и в шиизме, есть и в суннизме. Вот надо так это понимать. Шиизм и суфизм — это раскол произошел на политической почве. Шииты считали, что главой мусульманской общины, уммы, должны быть исключительно потомки пророка Мухаммада. А сунниты изначально вот отошли от этого принципа. Изначально вот такой вроде бы незначительный вопрос потом привел к фактически возникновению двух течений в исламе. Поэтому суннизм более распространен сегодня в большинстве исламских стран. А шиизм, он остался-то, по сути, только в Саудовской Аравии. Суннизм распространен, он везде. Но и шиизм, его гораздо меньше, но шиизм в Иране основной, не в Саудовской Аравии. В Иране основной центр сейчас шиизма. Представители шиитов меньше, конечно. Вопрос здесь ключевой не в том, что кто не в преемстве духовной власти, а просто исторически так получилось. Шииты долгое время не были мейнстримом, но были гонимы, и вот они только реванш где-то взяли в 16 веке, когда вот они в сафавидском Иране, династии Сафави, объявил шиизм государственной религией. До этого Иран был суннитским государством. Но суфизм есть и в шиизме, и в суннизме. Что такое суфизм? Это по-мусульмански называют тасаввуф. Суфизм там не употребляется. Тасаввуф, он является, или суфизм, такой эзотерической сердцевиной ислама. Вот это мистическое направление, оно это же не только в исламе так. Это практически во многих религиях это и есть. То, что вот мы называем религией. Потому что некоторые, допустим, индуизм, скорее всего, это вообще не религия по классификации Рене Генона. В иудаизме есть каббала, мистическое течение. В православии есть исихазм. В католицизме были тоже свои мистические течения, но, правда, они потом как-то институциональное оформление они просто не получили. Поэтому давайте вернемся к теме, как это суфизм он возник, потому что, допустим, все мусульмане считают, что Коран — это божественное откровение, записанное на хранимые скрижали небесные, лаух аль-махфуз, предвечным, неуничтожимым источнике всей информации, на котором записано все, что было и все, что будет. Поэтому в Коране считается, или мусульмане считают, что в Коране присутствует прямая речь Бога. Поэтому, если ты вот считаешь себя мусульманином, ты должен верить в это душой и сердцем. Как бы вот это краеугольная основа всего. Веришь ты в то, что Коран — это откровение свыше или слова Бога. Если ты не веришь в это, тогда ты неверующий. Информация вот с этой с хранимой скрижали, с
способны считывать, и то не в полном объеме, лишь пророки, посланники Аллаха и великие суфийские мастера. Это вот я сейчас говорю словами религиозной терминологии. Все упирается в способ передачи, в язык, который мы передаем, рассказываем о том или ином вопросе. Но есть и дискурс, объясняющий суфизм, поэтому мы будем говорить и как языком мусульман, и также вот как бы и в светском дискурсе. Это вот предвечную хранимую скрижаль, которая является источником всех настоящих религиозных истин. Рене Генон, французский философ-традиционалист, называет ее примордиальной традицией. Всегда предвечно существует нерелигиозные даже люди, например, философ Мирча Илиады, мифолог, философ, он называет это вот какими-то изначальными категориями, которые существуют у человека в структурах сознания до всякого еще опыта. И именно этим он объясняет, что все религии в своих базовых основаниях, они все похожи друг на друга. Или, допустим, Кант, когда писал об априорных категориях, которые у человека есть до всякого эмпирического опыта по рождению. Отсюда вот этот термин априори, от Канта это пошло. Вот априорной категории. Человек, он родился, но у него уже есть, скажем, определенное представление. То есть откуда это все? Рене Генон называл вот этой примордиальной традицией, которая незримо присутствует все. Вот здесь все пронизано, и потом, когда наиболее люди с такой тонкой духовным устройством, которые на них это все не сходит, и потом все это излагается в виде там неких учений. Мусульмане это называется божественное откровение, которое транслируется вот с этой сохранимой скрижали. Как угодно это можно назвать, но от этого суть не меняется. У европейской коранистики считается, что Коран состоит из, собственно, речений Мухаммеда по разному поводу, политических, и поэтому считается, что, собственно, допустим, вот его «Джахаду фи сабилилляхи», там, когда он призывает сражаться на пути Аллаха против многобожников, или христиан, или иудеев, это были сказаны в конкретных исторических ситуациях, и их абсолютизируют, считается, что нельзя. А джихадисты как раз это абсолютизируются и говорят, что вот это и есть. Что это не слава Мухаммеда, а слава Бога. Да, тут коранистики считается, что это вот, это были сказаны в те моменты, когда на самом деле Мухаммед, как именно он же ведь не только был пророк, а он еще был просто политический деятель, когда вот он боролся со своими противниками, и вот, соответственно, там шла жестокая политическая борьба и даже вооруженная борьба. Мусульманская маленькая умма была на грани полного истребления, поэтому там он много чего говорил. Вот это первая часть, политические речи, потом есть пересказы библейских историй, Мухаммедовой интерпретации, и есть, безусловно, еще одна составляющая Корана – это прямая речь Бога. Прямо мы это видим по сурам. Допустим, в суре «Сгусток» Аллах посредством архангела Гавриила повелевает неграмотному Мухаммеду читать небесную скрижаль. Читай во имя твоего Господа, который создал тебя. Икра, бисми раббика аллази халак. Читай во имя Аллаха, который тебя создал. Мухаммед, пребывавший в состоянии страшного смятения, неожиданно для себя начал изрекать из себя вот это наитие, полученное сверху. И так началась его пророческая деятельность. Появился пророк и посланник Божий Мухаммад. И в Коране Всевышний Аллах вот говорит же прямой речью. Эти притчи мы приводим, но разумеют их только сведущие. Этими сведущими как раз и стали мусульманские мистики суфии. Вот Коран, он является источником, как я уже говорил, не только ислама, и самой вот этой эзотерической традиции, поскольку такие суры есть в Коране, которые сложно поддаются объяснению, то есть это вот не книга Экклесиаста, где вот эти притчи излагаются, очень мудро написаны, но они ясны и понятны. А здесь Коран — это вообще, так сказать, книга с точки зрения вот такой житейской мудрости, она не мудрая, она наоборот таинственная книга и закрытая книга. Ее читать без соответствующей интерпретации, тауил, так называемый по-арабски, не тафсир. Тафсир — это как бы больше объясняет правильное написание, как вот слово то или иное читать в этой суре, а тауил от арабского слова авваля, то есть начало, авваль, переводится как именно разъяснение скрытых смыслов. И первые мусульмане, вдохновленные проповедью пророка, горели таким религиозным рвением, что в короткий срок в результате религиозных войн создали огромный халифат, особенно при династии Аммиядов, династии Умайя, так называемые лицемерные мусульмане. Огромный халифат от Испании до Китая. Потом вот умерли сахабы, сподвижники пророка. Потом ушло поколение табигинов, это уже учеников сахабов. Потом пришло поколение лицемеров, мунафиков. Яркими представителями вот как раз этой категории были Аммияды, династия Аммиядов, при которой там утопала роскоши. В дворцах у них читали стихи поэты, плясали танцовщицы, вино лилось рекой. Попутно они истребляли семью пророка, которые практически все внуки пророка, Хасан, Хусейн, были убиты. Потом их потомки, и так вот фактически все, чуть ли большинство из потомков пророка и всех вот этих 12 шиитских имамов, которые, кстати, вот эти пророки и как раз вот исплатили вот их сподвижника, истребляемые потомки пророка, и стали вот шиитами. Хотя вот эти потомки пророка, они были праведными людьми и учеными, вообще даже не военными людьми. Это книжники были такие. Вот так начался великий раскол, как раз вот мы
вернулись к вопросу между суннитами и шиитами. Одним словом, ислам погибал. По крайней мере, суннитский ислам точно погибал. И вот тут его спас, пришел на помощь суфизм, который стал реакцией на обмерщение умма, так резкое обмерщение. Все там выполняли, может быть, а может даже и не выполняли уже, чисто внешнюю эту обрядовую сторону. А там вот как Амар Хайям, как он пишет, повсюду чтят у нас стихи Корана, но как читают их не часто и не рьяно. Тебя ж вдоль края кубка стих читают вечером и днем и утром рано. И вот очистительный огонь суфизма остановил вот это разложение. Все, опять же, началось с осознания. О каком историческом периоде, кстати, мы говорим, если в годах? Это уже первые 2-3 поколения ушло, но это уже, получается, началось уже 8-9 век. Резко увеличилось число вот этих всяких мистических течений в исламе. Вот и как раз это была реакция, когда ислам свелся чисто к юридической стороне, вот сидят и по шариату судят. Так делать или не так, чисто юристы. И реакция на это появление было мистических течений. Все началось вот как раз с осознания, что послание Аллаха человечеству, священный Коран, полон тайных смыслов, раскрыть которые невозможно с позиции рациональности. Мусульманские правоведы, факихи упразднялись в тончайшей казуистике, но не могли объяснить лежащие на поверхности противоречия в тексте Корана. Вот, например, сура Совет гласит: «И нет подобного ему», то есть Богу. А сура Ихлас добавляет: «И не был ему равным ни один». Лям якулляху куфуан ахад. Не было ничего. Аллах объявляется внеположенным этому миру, не вмещающимся в этот мир, как стоящий над миром. Весь мир создан по его прихоти. Он творец небес и земли, а когда он решит какое-нибудь дело, то только говорит ему «будь», и оно бывает. Здесь Аллах провозглашается находящимся как раз вот вне этого мира, как некий там демиург, то есть он трансцендентен по отношению к своему творению, к этому миру. Но однако одновременно в суре Каф Аллах говорит: мы ближе к нему, то есть человеку, чем шейная артерия. Значит, вопреки прежним утверждениям, он объявляется присутствующим в этом плотском и физическом мире, он является имманентным этому мирозданию. Как объяснить одновременную трансцендентность и имманентность Бога по отношению к здешнему миру? Пророк, в общем-то, говорил, что размышления в течение часа лучше поклонения 6 лет. Поэтому ранние мусульманские мистики начали размышлять. В результате всех вот этих... Трактовать начали уже. Да, вот именно размышлять над сутью вот этого. Там ведь были не просто вот какие-то безграмотные, там были и мусульманские перипатетики, переложители, трактовщики греческой философии Платона и Аристотеля, мусульманские платонисты и аристотелисты, или перипатетики, как их называют. Таким образом, истоки суфизма, они лежат в Коране. Попытки истолкования скрытых смыслов коранических аятов и привели к зарождению мусульманского мистицизма. Все началось с движения аскетов, зухт, захидов. Зухт — это как раз в переводе с арабского означает отрешение. Мусульманских аскетов первых веков стали называть захидами, то есть отрешенными от всего мирского. Вот их как раз появление является доказательством того, что, в общем-то, структура человеческого мышления, она является универсальной. Этой же дорогой задолго до захидов прошли буддийские, христианские отшельники и монахи. А аскетам всех конфессий, независимо друг от друга, казалось, что вот путем уединения, воздержания, бедности, умерщвления плоти можно достичь просветления и тем самым приблизиться к Богу. С другой стороны, к этому пути их подталкивала сама действительность. Внешнее благочестие, показная набожность духовенства заставляла их прибегать к внутренней эмиграции. Идеалы искренней веры чахли под спудом формальной обрядности, роскошь, в которой утопали аммиядские халифы, они подвергали осуждению. Захиды полагали, что посредством полного отречения от мира можно удостоиться милости Аллаха, которая понималась как снятие завесы между познающим и познаваемым, захидом и Богом. При этом движущим мотивом захидов был страх перед Богом. Именно страх поначалу был. Зуннун аль-Мисри писал: страх – спутник доброго деяния. То есть Аллах представлялся первым захидом вот как жестокий такой каратель, которого нужно просто бояться, и все. Фудайль ибн Ияд говорил, что если Бог полюбит человека, то усилит в нем скорбь. Если же возненавидит его, то даст в изобилии мирское. Если бы ты знал о смерти, согласно истине знания Бога, то не женился бы и не желал бы иметь детей. Представляете, до чего уже дошли эти захиды? Вот эти мироотрицающие взгляды ранних аскетов основывались в противопоставлении Аллаха и ущербного физического мира. Пошел такой опасный, наметился дуализм. Бог — это вот нечто совершенное, а вот этот мир, который он создал, это ущербное. Уже в этом даже противоречие есть. Ахират, то есть потусторонний мир, полагали они, это подлинная реальность. А дунья, то есть здешний мир — это иллюзия. Тут уже легко скатиться к буддийскому мироощущению, что вот мир — это майя, это иллюзии. Какой смысл вообще? Что-либо пытаться да, делать. И для чего тогда? То есть ведь и надо сказать, что буддисты ведь тоже непоследовательны. Раз мир майя, иллюзия, то зачем тогда они вообще женятся, размножаются? Тогда нужно всем уйти в монастыри и умерщвление плоти, остановить это колесо сансары, то есть перерождение. Однако же они этого
не делают. Но вот появились люди в исламе, которые пересмотрели вот этот перекос, мироотрицающую тенденцию в исламе. Это как раз были суфии уже, настоящие. Тут произошел переход от зухда к суфизму. Мироотрицающая идеология роднила захидов с буддийскими и христианскими монахами, для которых мир являлся местом зла и страданий. Недаром в Евангелии от Иоанна «Дьявол, князь мира сего». Прямо вот так и написано. Однако последние божественные послания, священный Коран, не давал повода для таких выводов. Напряженные размышления захидов над его смыслом привели к мировоззренческой революции. Вначале они усомнились в действенности зухда, то есть отрешения вот этого аскетизма. То есть, а какой смысл в нем? Они видят, что КПД-то очень такой небольшой получается. В итоге, сидят они, умерщвляют себя в пещерах, пустынях и так далее. Ходят, как запущенный сад, как пела машина времени. Ну что толку? Приближение-то к Богу не происходило. А вот это именно приближение тарика, путь к Богу, это было самое главное, альфа и омега суфизма. И поэтому Харис аль-Мухасиби сказал, что знание сокровенного выше аскетического действия. То есть знание выше, чем аскетизм, чем зухд. Важнее заниматься образованием, по сути, религиозным. Не совсем об образовании. Речь идет... Не в чистом виде, понятно. Да, то есть это речь идет о таком ценности. понятии суфизм, как магрифат. Знание или гирфан, или, говоря языком европейской философии, гнозис. Речь идет о гнозисе, а не о знании как таковом. Или, значит, Аль-Худжвири, поясняя слова Хариса аль-Мухасиби, писал: христианские монахи из-за своего усердного старания и аскетических подвигов были в созерцании божественной реальности. Монахи были бы в созерцании божественной реальности, однако этого не произошло. Соответственно, вот эти мыслители потом сделали вывод, что мир не может быть местом зла. И, соответственно, все вот это материальное не может быть антагонистом Бога. И на это указывали на канонические аяты соответствующие. Аллаху принадлежит Восток и Запад. Куда бы вы ни повернулись, там будет лик Аллаха. То есть я посмотрел на землю, куда бы вы ни повернулись, везде лик Аллаха. Значит, присутствие в этом Аллаха, в этом мире везде оно есть. Наш весь мир пропитан его светом. Соответственно, раз это так, как же этот может мир быть олицетворением зла? Он просто не может быть, в принципе. Коль повсюду лик Аллаха, значит, мир не просто благ, но является местом истечения божественного света. Можно сказать, даже тенью Бога. Вот. Мир — это тень Бога. Поэтому человек должен любить этот мир, во-первых, поклоняться Богу не из страха уже, а из любви к Нему. В суре Трапеза сказано: «О вы, которые уверовали, Аллах приведет людей, которых Он любит и которые любят Его». И здесь, на этом месте уже все произошло, настоящий подлинный мировоззренческий переворот. Наиболее ярким выразителем вот этого переворота стала женщина-суфи Рабия аль-Адавия, и она эту новую этическую максиму выразила словами, что она хочет сжечь райские кущи дотла и залить водой адское пламя, чтобы никто не служил Всевышнему из страха перед адскими муками. Она начала проповедовать махаббат, любовь к Богу. Таким образом, уже в те времена наметился мировоззренческий раскол в суннитском исламе. Сторонники юридического, буквалистского понимания остались на позиции страха Божьего, фактически, а суфии настаивали на Божьей любви. Дальше преодоление дуализма хотелось мне сказать, как суфии его преодолели. Теоретическая новация суфизма было то, что он смог преодолеть вот этот дуализм, присутствовавший, допустим, до этого в иранском маздеизме времен сасанидов, манихействе и в христианстве. Его начало дуализма, оно кроется в учении Платона, который объявил здешний мир слабым отражением подлинного мира идей эйдосов. То есть физический мир не только греховен, но и иллюзорен. Это уже мы видим в эллинской философии. А Платон, он оказал просто такое глобальное воздействие на все учения, не только, в первую очередь, вот на учения эллинистической эпохи, когда зародились манихейство и так далее. И поэтому под влиянием Платона стали возникать всякие мироотрицающие системы, в частности, манихейство. Различные христианствующие секты, например, хлысты, которые там утверждали, что здешний мир создан сатаной, а потусторонний Богом. Поэтому они с легкостью шли на смерть. Раз этот мир, он создан сатаной, а что этим миром дорожить? Вспомните их самосожжение хлыстов и так далее. Мироотрицание в некоторой степени присутствует даже и в христианстве. Вспомните вот библейский князь мира сего, обозначающий дьявола. Мироотрицание есть и в современных радикальных формах исламизма. Вот как раз вот это направление. Например, вот в джихадизме. У джихадистов, которые себя обвешивают поясами шахидов, взрывают. Но в суфизме все по-другому, конечно. Потому что они опирались на Коран, потому что они опирались на хадисы Кудси. Хадисы Кудси есть такие. Священные хадисы. Есть просто хадисы. Хадисы — это что такое? Это, так скажем, история из жизни пророка, описание его в христианстве, в Евангелии. Это благая весть, житие Иисуса Христа описано. А хадисы, которые называются сунны, сборник хадисов, это вот описание жизни пророка. Но есть еще священные хадисы. Туда отнесли в священные хадисы фактически те же аяты Корана, которые просто не вошли в редакцию Корана, вот, окончательную. И вот, согласно священному хадису Кудси, на вопрос
пророка Давуда, Давуд это Давид, обращенный к Аллаху, почему он создал этот мир, Господь ответил: «Я был скрытым сокровищем, и мне было любо быть узнаваемым, поэтому я сотворил мир». Исходя из этого хадиса, мир возник благодаря желанию Всевышнего проявить себя в творении. Творение возникло его печалью одиночества. Вот как в физической теории Большого взрыва, мир возникает из одной точки и со временем соберется в нее обратно, как об этом и говорится в Коране. К нему возвращается все. «Кулли иляхи раджгун». Поэтому в Коране уже была предвосхищена вот эта теория Большого взрыва. И, кстати, много чего предвосхищено, там можно много найти, те вот идеи, которые потом, к которым пришли, причем независимо от Корана. Спиноза, тот же Кант или Гегель, все уже это было в Коране, вот я всегда этому удивлялся. Бог познает самого себя через свое творение, посредством человека, который является его орудием. Поэтому, когда он говорил об Адаме, Господь говорил ангелам: «Я поставлю на земле наместника», и повелел всем ангелам поклониться Адаму. Все поклонились, то один только не поклонился. Это Иблис, сатана, за это был низвергнут, прогнан. Но здесь-то ведь сатана проявил себя как настоящий единобожник. Он не захотел поклоняться Адаму, а только Господу. Опять такой интересный момент, зазор появляется. Таким образом, человек облечен наместнической властью и должен быть достоин высокого доверия, оказанного ему. Задача человека — быть достойным великой миссии, которая на него возложена была Богом. Он не тварь дрожащая, как Раскольников говорил, а его наместник. Что касается Иблиса, то он не может оспаривать могущество Бога и быть его сотоварищем, но является лишь исполнителем его воли. Он необходим как злое начало, ибо как бы мы узнали, что такое добро, если бы не было зла. Нельзя ли предположить, что изменения в суфизме, они все-таки были продиктованы тем, что государствам того времени важно было, в общем, религию взять на вооружение, управление массами? То есть объясняя то, что все-таки мирское имеет место быть, и нельзя заниматься тем, что уходить в отшельники постоянно. Нет, тут наоборот. Дело в том, что государство, что такое государство? Любое государство, даже самое хорошее, это насилие. Потому что, значит, власть — это есть узаконенное насилие. Поэтому государству-то как раз не нужны были вот эти суфии и так далее. Люди, которые, можно сказать, ввиду там асоциальный образ жизни, которые в какой-то степени маргиналами были, находятся вне всего, там, вне политики. Но в то же время, когда касалось, они выходили из-под контроля и, наоборот, могли быть той антигосударственной силой, которая сметала вот эти все режимы. Тут нет. Как раз государство всегда устраивает именно все, что простое, понятное. А понятно это вот как раз именно не эзотерический, а экзотерический ислам, юридический ислам, ислам начетников, ислам внешнего благочестия. Вот это как раз это то, что и нужно государству. А суфизм здесь как раз он абсолютно не вписывался в этот мейнстрим. Ну что ж, мы продолжим говорить о суфизме в следующих наших программах. Я напомню, что в эфире была передача «История башкирских родов». У микрофона был Руслан Валиев и Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шажаре». Спасибо вам, Салават. Спасибо вам. Спасибо всем, кто был с нами. До новых встреч.